В библиотеке имени Гаспринского стало доброй традицией чтить память выдающихся личностей, оставивших след в истории крымско-татарского народа. Одной из таких личностей был писатель, журналист Ибраим Паши. В этом году исполняется 105 лет со дня его рождения. В стенах этой библиотеки когда-то он вместе с коллегами отмечал свой юбилей. 20 лет тому назад, вот в этом маленьком зале, уютном зале, мы справляли юбилей Ибраима Паши, тогда ему было 85 лет. Воспоминания остались настолько чуткие, настолько действительно близкие к сердцу, что это просто уникальная личность. Это скромнейшего характера человека. Мероприятие, посвященное 105-летию Ибраима Паши, посетили дочери писателя, а также поклонники его творчества, журналисты, друзья, коллеги. Они поделились воспоминаниями о его жизни и вкладе в крымско-татарскую литературу. Rahmetli babam pek yaxshi adam edi. Pek yuvosh. O ishda de o'laydi, evda de ondayin edi. Bizga bir vaqti ne baqirib, bir şey aytmoq, bir achuvlanmoq, onday ishi yo'q edi bizning qo'rontamizda. O'qimaga kerak dedi. O'zi pek sevadi o'qimaga, yozmaga. Babam bellaydi, men onu adımlarning keteceğim. Men oga baqib yozmaga başladım. İşte ezberler, onu al ketib o tercüman etedi, redaksiyaga al ketib. İbrahim Ağa bana yapkan işlerini göresiniz. Çok çalıştı. Mülayim, emeksever, dikkatli bir insan idi. Ömründe birisine sesini koterip laf etken, kavgalaşkan adam degiledi. Ve men bir vakit İbrahim Ağa'nın ağzından birisi hakkında yaramay söz eşitmedim. Bekim biledir, lakin aytmaydı. Biz mutlak İbrahim Ağa'nı yırlataydık. Ana şu Tuvak köyünde doğan yırlarını yırlataydık. Şınanay balam şınanay. Yırını мен birinci kere İbrahim Ağa'dan eşittim. Ибраим Паши родился в 1918 году в селе Тувах, близ Алушты. В 1939 году он поступил в Крымский педагогический институт, но по причине болезни, не окончив его, вернулся в родное село и занялся творчеством. В военные годы преподавал в Тувахской школе. Активно писать Ибраим Паши начал в 60-е годы, работая в газете «Ленин Байрагы». Впоследствии до 1984 года был заведующим литературным отделом газеты. В крымско-татарской литературе Ибраим Паши известен как новеллист. В своих произведениях и романах «Чечек Векхан», «Юрек Эмырынин», «Алтын Боялар», «Узюльген Зынджыр», «Джанлы Нишан» и многих других он мастерски описывал тяжелую судьбу своего народа. Каждая строчка его рассказов пропитана крымско-татарским духом и трогает душу читателя. Ибраим Паши скончался в Крыму в 2008 году в возрасте 90 лет, оставив после себя прекрасные произведения и рукописи. Неопубликованные произведения Ибраима Паши еще ждут своего часа.